На ифтар мы приготовили 4,5 тонны фруктов. 5000 бутылок воды, полтонны чак-чака и столько же орехов. А еще 3 тонны мяса, тонна риса, столько же сухофруктов. Так, в Казань-Экспо готовится к республиканскому ифтару. Пройдет он завтра. За столами соберутся 5000 прихожан. В 2019-м их было 15 тысяч. В этом году из-за пандемии количество участников сокращено. Намазы и разговения пройдут с соблюдением всех требований Роспотребнадзора. На этих павильонах мы могли бы разместить намного больше людей, но, к сожалению, учитывая вот эту социальную дистанцию, мы будем там разговляться 5000 человек и молиться 5000 человек. Столы расставлены таким образом, чтобы между сидящими за этими столами оставалась дистанция. Обязательно маска и при желании свой коврик для намаза. Распределять потоки гостей, а также помогать при подаче блюд будут 500 волонтеров. Самому старшему из них 82 года. Большинство – студенты. Вот эта атмосфера, вот эта сплоченность работы и дух вот этот вот коллективный, да, именно Муслимол, он очень сближает нас. Мы тут общаемся, находим новых друзей. Мы чувствуем любовь, заботу, сплоченность. Это счастливые моменты для нас. На ифтар участники приедут на бесплатных автобусах, которые будут их ждать на железнодорожном вокзале. Для нуждающихся на стадионе Акбарс-Арена будет развернут пункт раздачи ифтар-боксов. Они могут завтра с 3 дня до 7 вечера приехать на Казань-Арену и со стороны улицы Чистопольской получить такие ланчбоксы и уже провести разговление. До главного события для мусульман Ураза Байрам остается 2 дня. Его трансляцию можно будет посмотреть на канале ТНВ в прямом эфире. В честь праздника 13 мая в парке Горького пройдет семейный фестиваль «Рамазан-фест». Впервые республиканский ифтар пройдет в Казань-Экспо. Организовано 2 отдельных входа для мужчин и для женщин. И каждому прихожанину приготовили вот такой подарок – священную книгу «Коран». Алия Хайрудинова, Адель Миндубаев, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.